Наша жизнь в опасности. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему таджики обращаются к нашему правительству. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Взрыв на АЗС компании Saral Oil, расположенном рядом с жилыми домами, заставил многих задуматься над тем, насколько безопасно такое соседство. В Таджикистане последние годы произошло несколько взрывов на автозаправочных станциях, в результате которых пострадали и люди, и ближайшие дома и строения. Власти после каждого трагического инцидента обещают рассмотреть вопрос о переносе АЗС в безопасные места, но вскоре благополучно забывают о своем обещании. Житель Душанбе Самей Тураев с опаской ходит по тротуару рядом с автозаправочной станцией. Опасения усилились после произошедших в последнее время взрывов на АЗС. Смотрите, заправку построили рядом с тротуаром, по которому постоянно ходят люди. Не дай бог, конечно, но в случае взрыва пострадают не только водители, но и пешеходы, говорит собеседник. Жители считают, что строительство автозаправочных станций, особенно при их возведении в жилых кварталах, должно осуществляться с учетом всех правил безопасности. Технических, санитарных и, конечно же, противопожарных. Нарушение этих правил наблюдается не только в Душанбе, но и в регионах Таджикистана. Жительница села Йова Бабаджан-Гафуровского района Хикматхон Ибрахимова уже несколько лет добивается переноса находящихся рядом с ее домом АЗС, но бесполезно. Между автозаправкой и моим домом всего лишь стена. Я не могу позволить себе иметь тандыр, не могу готовить плов во дворе. Это очень опасно. Каждые 2 дня приходят огромные автоцистерны с сжиженным газом и наполняют резервуары. Жизнь нашей семьи в опасности. Чувство страха и тревоги не покидает нас ни днем, ни ночью, говорит Хикматхон Ибрахимова. Женщина обратилась за помощью в решении проблемы в Хукумат района, прокуратуру и другие инстанции, но все обращения, по ее словам, разбивались о стену бюрократии и равнодушия. Многие автомобилисты, каждый раз попадая на автозаправку, обращают внимание на знак, согласно которому необходимо высадить пассажиров. Однако мало кто из водителей соблюдает это правило. Некоторые водители понимают, что это необходимо, но большинство не обращают внимания на это правило. Мы тоже им ничего не говорим, признается Абдурахман Хаджаев, сотрудник одной из столичной АЗС. Строительство АЗС и контроль за их работой возложено на Комитет по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана, Главное управление государственной противопожарной службы МВД Таджикистана и местные власти. В Комитете по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана заявили, что существуют нормы, где определены минимальные расстояния от АЗС до различных объектов. По словам ответственного сотрудника комитета Мурадбека Саламзада, расстояние от автозаправки с подземными резервуарами до границы жилого объекта должно составлять от 25-35 до 60 метров. Если АЗС продает несколько видов топлива, скажем, сжиженный газ, бензин и солярку, то минимальное расстояние от нее до следующих объектов должны быть от 35 до 60 метров, пояснил собеседник. В Таджикистане последние годы произошло несколько взрывов на автозаправочных станциях, в результате которых пострадали люди и близлежащие жилые дома и строения. Последний пожар и последовавший за ним взрыв произошли 28 апреля на АЗС ООО «Saral Oil» по столичной улице Барбат. ОМВД в городе Душанбе сообщила, что взорвалась машина, которая сливала в резервуар сжиженный газ. Случайной жертвой трагического происшествия стала директор школы номер 30 Джамаата Кангурт Темурмаликского района Салтанат Равшанова, приехавшая в столицу, чтобы поправить здоровье. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, стоит ли вынести все АЗС за город, или это будет просто некомфортно для остальных жителей? И довольны ли вы тем, как расположена АЗС сейчас? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!